Этот камень установлен в честь 25-летия Национального парка Ленские столбы. Он был установлен 27 августа 2020 года. Ровно 25 лет назад Михаил Ефимович Николаев здесь открыл природный национальный парк Ленские столбы в 1995 году. По сей день наш парк плодотворно работает, и сейчас он достойно носит федеральный статус национального парка Ленские столбы. Сейчас мы находимся в специально построенном здании для нашего парка, называется Визит-центр или Центр экологического просвещения населения. Он находится в Хангаласском улусе в городе Покровск. В этом здании имеется музей, где представлены находки, которые найдены на территории нашего парка, наши знаменитые трилобиты, а также работы местных художников и участников различных творческих конкурсов. Например, здесь вы можете видеть рога ископаемого лесного бизона, также рога диких северных оленей. Еще самая главная находка на территории нашего парка – это бивни и другие остатки мамонта. На правом берегу реки Лена находятся скалы протяженностью 40 километров и высотой до 220 метров. Они представляют собой многочисленные останки разрушения коренных пород. Эти скалы начали формироваться около 550 миллионов лет назад, когда над Аймуранским барьерным рифом было неглубокое теплое море, а на его дне накапливался известняк. Море постепенно исчезло по причине движения тектонических плит, а сибирская платформа стала подниматься. Местность возвысилась на 200 метров и появились глубокие зоны разломов. Тогда же и образовалась река Лена с крутыми отвесными берегами. В 2012 году решением 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Санкт-Петербург природный парк, ныне Национальный парк Ленские столбы, был включен в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКо. В парке обустроены 5 экологических троп общей протяженностью 58 километров. В основном все маршруты летние, а в зимний туристский сезон работает лишь одна тропа. Дорожки и тропы выполнены разными типами покрытия в зависимости от особенностей участка и нужд посетителей. Все тропы ограждены изгородями. Это сделано для того, чтобы минимизировать воздействие человека на ландшафт природы. So my name is Michael Bang. I am a business trainer. So I train different seminars and congresses. And I went to visit a friend. This is Eugenie, and from Yakutsk. And they say, you must go to Leva mountain. Then you can see the real Yakutia. So, and now my wife is up there. We are doing, and we are going the mountain. So we love it. Thank you. На самой высокой точке столбов установлена метеостанция Сокол-М1. Работает от солнечной батареи, а также к нему установлены батарейки аккумуляторные. Следуйте только указанному маршруту. Ни в коем случае не рвите растения. Смотрите по сторонам. Поднимайтесь по экотропе. Если вы нарушите маршрут, возможно, скалы очень древние. Возможно, будут осыпания. Поэтому слушайтесь гидов. Парк – это не только место развлечения, отдыха, но также он очень много в исследовательских целях проводится работ. Не подходите к краю обрыва, то есть за ограждение. Не разжигайте костры. Весь мусор за собой надо убирать. Берегите природу и заботьтесь об экологии родного края. Ленские столбы восхищают и завораживают своим величием. Многие отмечают, что это место имеет мощную энергетику, которая заряжает жизненными силами каждого, кто здесь побывал.